Владимир Уйба поручил Минспорту разработать правила предоставления муниципалитетам субсидий на капремонт спортобъектов. Проблема финансирования была озвучена на встрече руководителей региона с жителями Усть-Куломского района. В 2014 году в райцентре возведен оздоровительный клуб «Олимпик», значимый объект для развития спорта. Но в ходе эксплуатации по истечению гарантийного срока возникли проблемы. В частности, кровля стала протекать, что доставляет дискомфорт при проведении занятий. На сегодняшний момент составлена сметно-проектная документация, сделаны все проекты и составляет объем финансирования 9,5 миллионов тысяч, что, соответственно, муниципалитет на капитальный ремонт кровли своими силами вытянуть не может. Уточню еще один момент. В рамках дополнительного финансирования по народным инициативам, которые выделены муниципалитетом, в этом году мы планируем самую острую проблему, это административная часть здания «Олимпик», отремонтировать. Илья Дмитриевна сейчас уже готовит техническое задание, но останется у нас не решенная проблема основной части кровли над спортивным залом, над самим. Проблема характерна и для других городов и районов республики, отметил руководитель Минспорта. Федеральные отраслевые программы направлены на строительство объектов. Привязаться к ним нельзя. Владимир Уйба предложил рассмотреть возможность финансирования капремонта спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов из бюджета республики. Здесь, конечно, может быть несколько выходов, но системный вариант – это формирование подпрограммы. У нас собрана большая часть информации от каждого муниципалитета, по каким объектам просто необходим ремонт. Но начинаем с крыши. Поэтому мы готовы подготовить предложение и внести в ближайшее время на рассмотрение. Прежде чем выходить на правительство, надо же разработать правила по предоставлению субсидий. Раз тем более вы говорите, что это системная проблема, не только по Усть-Кулому, а вообще по республике, значит, нужно все равно эту тему сейчас готовить, поскольку мы все равно с ней, раз уже столкнулись, то надо все равно готовить правила предоставления субсидий. Дальше уже в сентябре, после избрания Госсовета нового, выходить с предложением на предоставление таких субсидий. Кроме того, на встречу с общественностью Усть-Куломского района губернатор сообщил о перечислении средств из резервного фонда на выплаты материальной помощи тем, кто пострадал от половодья. В этом году в районе было затоплено 183 жилых дома, 35 участков автодорог. По поручению президента России, к которому обратился Владимир Уйба, проведена работа по оценке состояния размытых участков. Соответствующие акты уже отправлены в федеральные Минтранс и Минфин. Сейчас республика ждет поступления средств.